Теперь даже и не скажешь, что эта школа когда-то была в неудовлетворительном состоянии. Обновленный фасад, удобные красивые кабинеты и, конечно, новейшее оборудование. Учебное заведение преобразилось и стало современным. Директор школы Мадина Кадзоева и педагоги масштабному обновлению рады. Теперь работать стало еще комфортнее. У нас во всех кабинетах имеются сейчас интерактивные доски. Имеется у нас кабинет информатики обновили медицинский кабинет сейчас, библиотеку, новая мебель, оборудование. Все это было необходимо. Огромную благодарность выражаю главе Республики Ингушетия Махмуту Али Калиматову и министру образования Республики Ингушетия Ахмеду Баширу Багаудиновичу. Мы готовы к новому учебному году. Одноэтажное здание построили в 1962 году. Последний ремонт здесь проводился в 2012. За это время школа успела прийти в плачевное состояние. Несмотря на это, она оставалась вторым домом для учеников и учителей. Сейчас здесь смены обучается свыше 450 ребят. Профессиональный педагогический состав – 22 почетных работника сферы образования. Среди них и Марем Даурбекова, которая работает здесь уже 30 лет. Ремонтом она полностью довольна. Мы очень довольны. Чисто, красиво, светло. Технику нам завезли, которой у нас не очень-то много было, можно так сказать. И мы очень довольны этим ремонтом. Будем, конечно, работать еще с большим рвением, хотя учителя, мне кажется, они всегда одинаково работают, несмотря ни на что, потому что они очень преданы своему делу. Бежевые парты для ребят постарше и цветные для начальных классов. На этом настояла директор Мадина Кадзоева. Зато сейчас школа действительно заиграла новыми красками. Конечно, остаются и трудности. Коллектив надеется, что в ближайшее время появятся актовые спортивные залы, которых очень не хватает. Впрочем, и столовая появилась здесь лишь в 2021 году. Но учителя все равно стараются видеть лишь положительное. Любим свою школу, здесь нам уютно, комфортно. В этом году нам провели ремонт, наша школа задышала по-новому, и нам стало еще лучше в нашей школе. Раньше у нас кабинеты были частично оснащены компьютерами, в этом году нам полностью все кабинеты оснастили компьютерами. Вот нам навели такую красоту. Огромное спасибо всем, кто принимал здесь участие. Мы особо благодарны им за это. Все работы на объекте выполнила подрядная фирма «Металлстрой» по заказу Минстроя Ингушетии. Вдохнуть новую жизнь в учебное заведение было непросто. Работы проведено немало. Большое внимание – безопасности. Сейчас в школе установлена новая сигнализация, система видеонаблюдения и заменена вся электропроводка. 15 мая данного года был заключен контракт с Минстроем по программе развития и образования. Вот, и нами проведены здесь работы, можно сказать, от А до Я. Снаружи, так и изнутри полностью было оснащено видеонаблюдением, датчиками проникновения и так далее. Отсутствовало здесь и не было контрольно-пропускного пункта. Здания, они ветхие, старые, и очень много пришлось потрудиться на них, чтобы привести их в вот такой красивый и хороший вид. В этом году капитальный ремонт затронул в общей сложности 6 школ и 2 детских сада. На эти цели направлено порядка 400 миллионов рублей. Глава Ингушетии Махмут Али Калиматов держит ход работ на личном контроле и комментирует их в своих социальных сетях. Радует, что Ингушетия стабильно демонстрирует высокие темпы реализации программы капремонта образовательных учреждений. Благодаря слаженной работе всех участников процесса мы уверенно движемся к финишной прямой и планируем завершить все работы к началу учебного года. Уже есть планы и на следующий год. Власти республики намерены провести капитальный ремонт еще в 4 детских садах и гимназии в городе Малгобеке. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.